Мегаполис 21 век. Во Владикавказе проходит форум Международной ассоциации столиц и крупных городов. Представители нескольких десятков муниципалитетов России и СНГ в течение 2 дней будут делиться опытом в сфере городского управления. Всех участников форума поприветствовал председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев. От имени главы республики он пожелал гостям успешной работы. В свою очередь руководство МАГ наградило премьера ведомственной медалью. Участники форума отмечают, на сегодняшний день более половины населения мира живет в городах. Именно поэтому их проблемы наиболее актуальны. Встреча позволила муниципалитетам познакомиться с положительным опытом коллег. У каждого города, а их в составе ассамблеи 87, есть свои удачные наработки. О них рассказали представители местных властей. С докладом выступил и мэр Владикавказа Сергей Дзантиев. Он подчеркнул, столица Северной Осетии поступательно развивается. В прошлом году акцент был сделан на 4 направлениях: социальная, сфера ЖКХ, работа с гражданами и повышение эффективности работы городских властей. В свою очередь, в ряде других направлений Владикавказ готов перенимать опыт лидеров. У нас есть интерес ко многим практикам, в частности, по городу Калуге, по Ставрополю тоже интересные предложения. Но это требует проработки определенной с тем, чтобы уже мы договорились конкретно, уже не просто в виде докладов, а встретиться, поехать и посмотреть, пощупать руками, что это такое. Одной из ключевых тем форума стало введение общественного контроля в сфере ЖКХ. Профильные центры с недавних пор создаются во всех регионах страны. Однако далеко не все они эффективно работают. Примером для подражания здесь можно назвать Ставропольский центр ЖКХ «Контроль». Сотрудники организации ведут активную работу в крае уже больше года. Во многих случаях мы уже смогли вмешаться. Во-первых, к нам ежедневно обращаются люди. На телефон доверия, приходят за консультациями. И есть масса мелких вопросов, где мы смогли, такое, или безответственность, или разгильдяйство управляющей компании, или, допустим, возникает вопрос, что отключили воду, не включают, нужно провести мелкий ремонт. То есть таких масса примеров, где мы оказываем эту помощь. Но есть примеры и крупные. Мы сегодня выстроили работу с нашими монополистами, с поставщиками воды, поставщиками газа, ведем работу по уменьшению административных барьеров, чтобы человек меньше тратил времени на оформление различных документов. Введению общественного контроля в сфере ЖКХ было посвящено отдельное расширенное совещание. Участие в нем приняли представители профильных федеральных и региональных структур. С докладом выступил депутат Госдумы Павел Качкаев. Он отметил, за последние годы принято более 60 законопроектов, регулирующих деятельность в сфере ЖКХ. Однако проблем меньше не становится. Сейчас решается вопрос об упрощении проведения общих собраний в многоквартирных домах. Кроме того, планируется возложить ответственность за качество поставленных услуг на управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Последние, к слову, с мая 2015 года смогут работать только при наличии лицензии. Этим программа форума не завершается. Завтра состоится презентация исторической книги «Владикавказ. Южный форпост России». Кроме того, городским библиотекам передадут богатый книжный фонд. В завершении визита гости побывают на фестивале осетинских пирогов. Яна Гайгиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.